Убил родного брата. Вдумайтесь в это. Убил родного брата. Иными словами, дорогие братья, этому искушению подвержены все практически. Я, ты, вы, все тут сидящие. Более того, чем больше человек добивается в своей жизни успеха, тем больше он подвергается этому искушению. А что тот лучше меня? Да он 100 раз хуже меня. Первый грех совершенный как на небесах, так и на земле. Прошло некоторое время, и тот человек упал, то есть на которого тот так посмотрел с таким взглядом. Упал, с ним плохо стало. Его привели. Вспомните, что сказал Аллах об Иблисе, сатане. Всевышний ему сказал: зависть — это нечто опасное. Оно даже более опасное, чем оружие массового поражения. Оно более опаснее, нежели ядерный тактический удар, сейчас про который все говорят. Дорогие верующие, сегодня хотел бы поговорить о том самом начале большого, великого джихада для человека, в принципе, для человечества. С той самой отправной точки, когда душа Кабиля испытала зависть к родному брату Хабилю за то, что ему достанется, как это упоминается в некоторых евреизмах, Исраилият, пророк саллаллаху говорил: «Хаддису ан бани Исраиль валя харадж», что достанется ему в жены его сестра-близняшка, что была более красивее сестры-близняшки Хабиля, которая досталась ему. Хабиль не хотел с этим мириться, и они решили, чтобы Всевышний рассудил между ними. Поэтому они решили принести дар Всевышнему Аллаху. Но Господь принял дар Хабиля и не принял дар Кабиля. И тогда в душе воспламенился огонь злобы у него за то, что Всевышний не принял его в жертву. И все вы знаете прекрасно этот аят, в котором Всевышний говорит: «Ватлю алейхим наба бна Адам», и прочти им весть о двух сыновьях Адама, бильхак, поистине. Вот они принесли в жертву оба. Фатукуббиля мин ахадихима. И у одного Аллах принял, а у второго не принял. И так далее. И тогда один из братьев убил другого брата. Дорогие верующие, он убил родного брата. Вдумайтесь в это. Убил родного брата. Разве сегодня мы не находимся в такие времена, когда идет братоубийственная война? Откуда появляется это губительное качество? Почему он его убил? Из-за зависти. Зависть, домогание. Аль-хасаду валь-баги, как упоминает муфассир. Откуда появляется это губительное качество? Откуда появляется зависть? Как не допустить ее? Защищен ли, в принципе, человек верующий? То есть, если он молится, постится, то он не завидует? Как бороться с этим пороком? Как бороться с завистью? Очевидно, дорогие верующие, что это качество, чувство зависти, оно зарождается от взгляда сердца или взгляда прямого, неважно, на ту или иную милость, которой Всевышний Аллах одарил того или иного человека. А у него то-то есть, а у меня нет. У него такая-то машина, у него такой-то дом, я не знаю. У него такие-то связи, а у него такая-то карьера. А на полях джихада, имеется в виду малого джихада, прямого джихада, это тоже супер актуально. Потому что возникают вопросы. Почему вопросы ко мне? Что я такой плохой, что ли? А почему не к тому? А что тот лучше меня? Да он 100 раз хуже меня. Почему он амир, а не я амир? Почему он командует, а я не командую? Что он лучше меня? Вот такое, оно всегда появляется. Из раза в раз, из раза в раз.
И человек может это не произносить, но человек об этом думает. И он начинает тут шевелиться. И вспомните, что сказал Аллах об Иблисе, сатане. Когда Аллах сотворил Адама, мир ему, что он сказал Всевышнему? Всевышний ему сказал: «Каля я Иблису, ма мана'ка ан тасджуда лима халакту биядей». Он сказал, Всевышний сказал: «О, Иблис, что помешало тебе паснить перед тем, кого я сотворил своими обеими руками? Ты возгордился или же принадлежишь к числу превозносящихся?» Иблис сказал: «Я лучше него, я лучше него». Вот что сказал Иблис. «Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». Иблис испытал зависть. Дорогие верующие, поскольку человеческая природа, она в принципе, да, она заточена на желание постоянно развиваться, постоянно чего-то добиваться, делать что-то лучше и тому подобное. И поскольку человек наделен выбором, у него есть выбор, то есть всегда у него есть выбор, сделать добро или зло, поскольку он является обладателем своего эго нафса, у которого есть много обликов, нафсуль лаввама, нафсуль аммара биссу, нафсуль мутмаинна и так далее, то этого искушения, то есть испытывать чувство зависти, оно практически человек не может этого избежать. Как правило, не может этого избежать. И чтобы избежать этого, чтобы побороть этого, необходимо прикладывать усилия, усердие. А это и есть джихад. Это и есть джихад. Что такое джихад? Это и есть усердие. И по сути это и есть великий джихад. Иными словами, дорогие братья, этому искушению подвержены все практически. Я, ты, вы, все тут сидящие. Более того, чем больше человек добивается в своей жизни успеха, тем больше он подвергается этому искушению. Как в виде объекта, так в виде субъекта. То есть имеется в виду, как тот, который может завидовать, и как тот, кому могут завидовать. За исключением тех, кого помиловал Аллах. И пусть Он сделает нас одним из них. Аминь. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уподобил человеческие амбиции, желание, стремление, да, стать более богатым, стать более известным, прославиться и тому подобное. Пророк уподобил двум голодным волкам в стаде овец. Можете себе представить эту опасность? Что будет со стадом овец, если там оставить двух волков голодных? Ничего от этого не останется. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма ви'абани джай'ани урсила фи ганабин би афсада лаха». Он сказал, что эти два голодных волка, они самые губительные, что могут быть для стада овец. И он это уподобил харсуль мар'и аля мали ва шарафи лидини. Эту опасность он уподобил страстному желанию человека к имуществу, имеется в виду к деньгам, финансам и чести, к славе и известности в отношении его религии. Но, дорогие верующие, зарождается зависть. То есть мы когда говорим, что подвержены этому искушению практически все, мы имеем в виду то, что она зарождается. Но зарождается это не значит, что оно зародилось, то есть свершилось и тому подобное. То есть появилось. Очевидно, что оно появляется, то есть можно это предупредить, можно это искоренить. Очевидно, что это чувство, оно появляется из-за неумения довольствоваться тем, что Всевышний предопределил человеку, тем, что он даровал ему. И когда это чувство начинает появляться, и верующий ничего с этим не сделал, да, не проработал это, то его нафс, его по сути одолел его нафс, он проиграл эту битву, получается, великого джихада. А ведь Всевышний говорит что? Всевышний говорит: «Валя татаманнау ма фаддаля Аллаху бихи ба'дакум аля ба'д». Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими.
Что говорит Саади, да помилует Аллах, в толковании к этому аяту? Он говорит, Всевышний запретил правоверным желать то, что подчеркивает преимущество одних из них над другими, независимо от того, осуществимы их желания или нет. Женщины не должны желать для себя тех особенностей, благодаря которым мужчины получили преимущество над ними. Бедный человек, имеющий недостатки, не должен желать того, что получил богач, лишенный этих недостатков. Верующий не должен желать того, чтобы Аллах лишил благ другого человека и одарил ими его самого. Ибо поскольку это самое, что ни на есть, настоящая зависть. Конец цитаты. И далее он говорит, поступая так, человек гневается, по сути, гневается на предопределение Аллаха. Предается безделью и тратит свое время на тщетные мечты, которые не связаны с полезными деяниями и поступками. Так что же нужно делать, дорогие братья? Как себя, если хотите, заземлить? Как себя обезопасить от этого? Как не допустить этого пожара? На самом деле просто. Надо все связывать со Всевышним Аллахом. Как сказал Аллах Субхану ва Тааля в суре Каф. В контексте истории про двух, которым Аллах одному даровался, а другому нет. Что он сказал своему? Почему, войдя в свой сад, ты не сказал, так пожелал Аллах? وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ. Почему, войдя в свой сад, ты не сказал, так пожелал Аллах? Нет мощи, кроме как от Аллаха. لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. Ты считаешь, что у меня меньше богатства и детей, чем у тебя, и так далее. То есть говорить эти слова, возвращать всегда к дарителю, настоящему дарителю милости и благ. И в этом контексте абсолютно понятны слова и рекомендации пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Простые очень. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иза раа ахадакум ма ю'аджибуху фи нафсихи ау малихи». Если кто-либо из вас увидит то, что восхитит его в душе или в имуществе, фаль-юбаррика алей, то пусть скажет, то есть пусть помолится, если кто-то увидел, что кого-то, что его восхищает это, да, то есть ему понравилось, восхищение возникло. Фаль-юбаррика алей, то пусть сделает дуа о барака, о благодати за него. Фа-инналь айна хак. Ведь поистине айн, с глаз, есть хак, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. Есть истина. А что такое с глаз? Это и есть зависть, по сути. А в чем смысл? То есть как это работает? А смысл заключается в том, как я уже это подчеркнул, что ты напоминаешь сам себе в первую очередь, что эту милость, которой Всевышний одарил этого человека, она дарована им. И если он одарил его этой милостью, неважно, что это, нечто материальное, связи, карьера, известность, что бы это ни было, то он лучше знает, зачем, для чего. И ты напоминаешь себе, помимо этого, что если ты хочешь подобного, а это нормально, желание такое может возникнуть. И в этом-то и вся фишка, опасность, что это желание возникает. Ты хочешь того же или лучше, то в этот же момент ты напоминаешь еще раз сам себе, что он даритель. Если ты хочешь добиться этого, то, во-первых, ты поступаешь так, как он велит. Возвращаешь эту милость к нему и потом добиваешься, просишь у него этой милости для себя. И говоришь: «Маша Аллах, табарак Аллах». По сути, это есть дуа биль-барака. И эти слова в виде дуа, когда звучат искренне, то они как раз и что делают? Нивелируют это чувство. Они и обезопашивают человека. Они и заземляют человека, чтобы он не сгорел от этого сам. Дорогие верующие, если мы не научимся это делать,
то мы проиграем великий джихад. А тот, кто проиграл великий джихад, он никогда не победит в малом джихаде. Как не допустить этого, или как не допускать этого? Потому что иногда мы собственноручно сами можем создавать подспорье, контекст для чего? Для того, чтобы зависть возникала в нашем социуме, среди нас. Именно здесь четко понятные слова пророка, когда он говорит, тот случай, когда при нем похвалили некого мужчину, вот, и пророк, сказал: «Вайхак, вайхак, горе тебе, ката'та унука сахибик, ты отрубил голову, шею своему собрату». И он это повторил неоднократно. «Инкана ахадукум мадихан ла махаля». Если кто-либо из вас хвалит кого-то, неизбежно. То есть контекст побуждает к тому, что надо сказать это. Шар'ан, в рамках шариата, исламского права. Это может быть свидетельство за человека, может быть какие-то педагогические цели и тому подобное. Но есть обоснование четкое, зачем он это делает. Ла махаля. Фалякуль, то пусть скажет. Ахсибу кяза ва каза. Я считаю так-то, так-то, этого человека таким-то. Инкана юра иннаху казалик. Если действительно видно внешне, что это так. Ва хасибуху Аллах. А Аллах с него спросит, опять возвращаем к дарителю, да? Валя юзакки аля Аллахи ахадан. И пусть не восхваляет, не ухваляет, не умощает этими сладкими похвалами, не возвышает пред Аллахом никого. Для чего это делается? Почему такая жесткая рекомендация от пророка? Опять же, для того, чтобы не возникало это чувство гурур, кибар. А все это что? Это все вокруг зависти, самовосхищения, гордыня, зависть. Это все взаимосвязанные вещи. Дорогие братья, зависть – это деяние сердца. Это скрытый грех, в котором никто никогда не признается. Никто никогда в нем не признается. Но это чувство может возникать. И опасность кроется именно тут. Завистливый взгляд, дорогие верующие, он словно отравленная стрела, скрытая, которая вонзается в тело человека. И может его сразить. Сразить это тело чуть ли не до смерти. Это не в переносном смысле, в прямом смысле. Это случай, с которым был с Амир ибн Рабия. В местности Сахль. То есть это равнина Ибн Хунейф. Он принимал омовение. И тогда его другой сподвижник увидел. Увидел и восхитился, то есть его кожей. То есть у него кожа была очень белая. И он сказал: «Лям арака аль-йоми валя джильда мухаббаати». Я не видел никогда такую вот кожу. Она подобна коже скрытой. Ну, имеется в виду здесь метафора. То есть кожа белой, нежной такой кожи, как у девушки и тому подобное, как это объясняется в комментариях. То есть сподвижник увидел другого сподвижника и про себя так подумал. «Фама лабиса ан любита бихи». Прошло некоторое время, и тот человек упал, то есть на которого тот так посмотрел с таким взглядом. Упал, с ним плохо стало. Его привели к пророку, саллаллаху. И он рассказал эту историю. Тогда он спросил у сподвижников: кого вы считаете, кто мог его сглазить? Ман таттахимуна бихи. Они сказали: Амир ибн Рабия. Это мог быть Амир ибн Рабия. И тогда пророк, саллаллаху, что сказал? Аляма яктулу ахадукум ахаху. Почему кто-либо из вас убивает своего собрата? Если он увидит, если кто-либо из вас увидит в своем собрате нечто, что ему понравится, что его восхитит, фалияду лаху бил барака, то пусть помолится за него Аллаху, барака, пусть попросит у Аллаха благодати за него. Затем пророк саллаллаху попросил воды,
и повелел Амиру, чтобы тот принял омовение, и он омыл лицо, руки до локтей, и даже изар, который касается тела, часть изара. И потом этой водой облили этого сподвижника, на которого он посмотрел, и тот сразу же пришел в себя, моментально, мгновенно пришел в себя. Более того, дорогие братья, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, большая часть его уммы умирает по причине сглаза. Вы можете представить это? И этот хадис хасан, и этот хадис достоверный. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аксару ман ямуту мин уммати ба'да када илля ва кадарихи бил айн». Большая часть моей уммы, конечно же, после предопределения Аллаха и судьбы, которую он предписал, умирает по причине сглаза. Хассанахуль Альбани, Сахихуль Джами. От Ибн Аббаса также передано, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Аль-айну хак», сглаз, это есть истина. И также, в другой версии у Муслима, это все хадисы достоверные. «Лоу кяна шей'ун сабакал кадар», если бы было нечто, что опередило бы судьбу, то, что предопределил Аллах, «сабакатхуль айн», то предопределило бы ее сглаз. А сглаз, как я уже упомянул, не что иное, как некое чувство зависти. Как правило. Как правило, но не всегда. То есть сглаз может быть просто чувство восхищения. То есть все зависит от нафса, от которого это исходит восхищение. То есть, если человек, у него нафс гнилой, то это может быть худшая стадия зависти. Поистине, в день джума есть такой момент, дорогие братья, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Астагфируллах ли валякум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы восхваляем. Лишь Его молим о помощи и прощении. Кого Аллах наставит на истинный путь, уже никто не собьет с этого пути. А кого Аллах ведет в заблуждение, уже никто не наставит на этот истинный путь. И я свидетельствую, что нет Бога, кроме одного единственного Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник. Дорогие верующие, зависть и вера, они несовместимы. То есть, если зарождается чувство зависти, то обязательно страдает вера. Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, невозможно объединить в сердце, фи кальби абдин, сердце раба Аллаха, аль-имана валь-хасад, веру и зависть. Имеется в виду, что совершенство веры теряется. Это имеется в виду. Имеется в виду то, что если появляется зависть, то значит в сердце проникло лицемерие. Как об этом упоминает Куртуби и говорит: руя марфуан, передают цепочкой восходящей к пророку. Аль-му'мину ягбит, верующий может испытывать чувство белой зависти. Гыбту может испытывать. Валь-мунафику яхсад, а лицемер, он проявляет зависть, он завидует. Дорогие верующие, зависть – это первый грех. Первый грех совершенный, как на небесах, имеется в виду Иблисом, так и на земле. Имеется в виду случай с двумя братьями родными Адама, которые мы уже привели. Дорогие верующие, зависть – это нечто глобальное, нечто касающееся всего человечества, всех людей. Зависть – это нечто опасное. Оно даже более опасное, чем оружие массового поражения, если хотите. Оно более опаснее, нежели ядерный тактический удар, сейчас про который все говорят. И мы уже доказали это и объяснили, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что большая часть его уммы после предопределения умирает именно по причине сглаза. Как правило, это и есть зависть. Дорогие братья, зависть есть исток многих пороков, ведущих к преступлению.
который начинается с подлых намерений, с интриг, заговоров и так далее. И могут довести человека до убийства, как это было с братом Адама, Мирьям. Поэтому, дорогие братья, борьба против зависти – это и есть начало великого джихада. Поэтому, дорогие верующие, это и есть битва в великом джихаде. А тот, кто проигрывает, смотрите, проигрывает, не проиграет, а проигрывает. Процесс постоянный. Это процесс постоянный, поэтому это и есть великий джихад. Ибо это нескончаемая борьба. То он проиграет и битву, сражение проиграет. В малом джихаде. То есть в реальной войне. В сражении с обычным врагом из плоти, крови и тому подобное. Дорогие верующие, единственное место, где может быть допустима зависть, как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, только в благом, только в соревновании в благом. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом сказал: «Ла хасада илля фитнатейн». Недопустима зависть, кроме как в двух вещах. Раджулюн атаху Аллаху малян. Всевышний даровал человеку имущество, и он тратит это имущество днем и ночью. И Всевышний даровал мужчине, человеку, Кур'ан. Фагуа якуму бихи. Он стоит на нем. Ана аллейли. То есть читает, живет им денно и ночно. В другом хадисе говорится: «Ла хасада илля фиснатейн» от Ибн Масуда. Нет зависти, кроме как в двух вещах. Раджулюн атаху Аллаху малян. То же самое, да? Человек даровал Аллаху имущество. Фассаллатаху аля халькатихи фил хак. И он тратит это имущество. И тратит на пути истины, на пути правды. Вараджулюн атаху Аллаху хикма. И Аллах даровал человеку мудрость. Фагуа якди биха. И он судит по ней. Ва юаллимаха. И передает ее другим. Муттафакун алей. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он помог нам всегда побеждать в этой великой битве, в битве против своего нафса. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он очистил наши души от всего скверного, очистил наши души от зависти.